Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я с удовольствием их представлю. Сегодня в нашей студии заместитель руководителя управления делами главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия по теме сохранения и развития национальной кухни Якутии Светлана Александрова. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Вета. Все верно, я с вашим статусом ничего не напутала? Да, на самом деле я заместитель руководителя управления делами и руковожу инициативной группой по сохранению и развитию нашей национальной кухни. Это как бы отдельно дополнительная нагрузка, дополнительная деятельность. И о том, насколько важна сегодня работа инициативной группы, мы как раз-таки будем говорить в ближайшие 40 минут. Также в нашей студии сегодня управляющая рестораном Тыгын-Дырхан и участник церемонии открытия Года единства народов России в Москве. Недавно прошло это мероприятие. Кира Савина. Кира Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я рада вас видеть сегодня в нашей студии. И я думаю, что тема, о которой мы будем говорить, она наверняка интересна каждому жителю нашего города и нашей республики. 2026 год провозглашен Годом культуры. И наверняка кухня это для любого народа, это часть культуры, да? Конечно. И вот сегодня мы подробно будем говорить и, наверное, хвалить якутскую кухню, культурное наследие народа Саха. И с учетом того, чем вы занимаетесь, это ваша основная задача. Расскажите, пожалуйста, о том, какие мероприятия проходят, какие мероприятия вы организовываете для того, чтобы национальная кухня сохранялась, нашего народа Саха, да, чтобы она как-то внедрялась. И вот как раз-таки, наверное, то, о чем вы упомянули в самом начале, инициативная группа для того и создана вами, и ваши соратники наверняка ставят это своей целью. Да, наверное, для зрителей и слушателей будет интересно, да, причем тут, например, управление делами главы правительства и национальная кухня, да, но вот упомянутый гостинично-ресторанный комплекс Тыгын-Дырхан, наверное, нет человека в республике, который как бы не знал, да, Тыгын-Дырхан. Это в прошлом году, в 2025 году, мы отмечали 30-летие со дня образования этого нашего комплекса. Его основал в свое время Михаил Ефимович Николаев, да, когда у нас все только становилось, когда мы себя позиционировали вот как республика, как гостеприимная республика. Вот. Но не только в связи с этим, а вообще и мы курируем, управление делами курирует деятельность Тыгын-Дырхан. Да? У нас коллеги непосредственно привлечены к организации протокольных мероприятий, наверное, всех, да, при встречах делегаций различного уровня. Вот. Ну и, собственно, ближе уже к этой юбилейной дате в рамках своей деятельности мы начали задумываться все глубже и больше, что все-таки наша национальная кухня, что она из себя представляет, что сделать, чтобы она развивалась, да, и сохранялась в том виде, в виде наших традиций и обычаев. И, собственно, вот шаг за шагом, как бы, да, мы соратники, наши коллеги, мы объединились в инициативную группу, потому что конкретно такого структурного подразделения нет. Наша инициативная группа, она заинтересовалась вообще в целом вопросами, что такое, как я сказала, наше питание в разрезе, допустим, возможно, через призму господдержки и так далее. Да? На сегодня общественное питание, оно представлено чисто как бизнес-слой. Да? Курирует у нас Министерство предпринимательства, торговли и туризма, чисто как предпринимателей. У них такие взаимоотношения. Ну, собственно, наши задачи были немножко другие. Наша инициативная группа на сегодня состоит из 4 человек. Всего? Да. Из 4. Первопроходцы. Мы организовались, так скажем, полуофициально в декабре прошлого года, как раз-таки перед объявлением Илдырханом 26 года годом культуры в республике. А это еще продолжается ознаменованием этого года в России годом единства народов. Это на самом деле очень символично, это придает нам очень много сил, мы горим этим делом.
Собственно, мы сейчас на этапе сбора информации, мы активно встречаемся с отраслевыми министерствами. Так у нас прошли встречи с Министерством сельского хозяйства, также мы встречались с Министерством образования. Завтра вот буквально мы встречаемся с управлением образования города на уровне заместителя мэра. Далее мы работаем очень плотно уже с Министерством культуры. Таким образом, недавно вышел, уже утвержден документ, план мероприятий республиканских, приуроченных к Году культуры. И туда мы вошли как раз под мероприятие внесение якутских блюд в реестр нематериального культурного наследия. На самом деле это очень для нас такая достижение такое, так скажем, да, для нас знаковое событие. Далее мы сейчас отрабатываем по внесению определенных мероприятий тоже в направлении популяризации нашего традиционного питания, нашей кухни в план Министерства по внешним связям и делам народов, приуроченный к году единства народов России. Вот. Позже Кира Сергеевна расскажет, как у нас стартовал этот год именно в призме Года единства народов России. Ну вот, собственно, нас пока 4, но мы идем нацеленно, уже договариваемся с коллегами с министерств о том, об образовании проектного офиса и совместной уже дальнейшей деятельности. Чтобы национальная кухня, она была неотделима от темы культуры. Совершенно Потому правильно. что, смотрите, ведь сейчас даже во многих ресторанах, да, стараются включить национальную мелодию, да, даже сами официанты там начинают танцевать, какие-то даже вот такие традиционные, да, обряды проводят. Да. И это неотъемлемо от подачи блюд национальных. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Мы это отмечаем. Что же это такое, если не культура наша, да? Конечно. Мы же это показываем, нашу культуру. Тут хотелось бы, можно добавить, да, что вообще вот эта инициатива, она на самом деле имеет очень мощный мультипликативный эффект на наше видение. То есть, что это значит? Через популяризацию нашей кухни, через привитие любви, да, нашим детям, нашему населению, вот, через проявление интереса с их стороны, это, так мы думаем, обязательно скажется на экономике. То есть это привлечение туристов тоже. Да? Это же популяризация нашей кухни, появление новых заведений, обращение внимания на детали, такие как наши традиции обычаи, как вы вот упомянули, они могут станцевать, они обряды могут привести. Это вроде так все и проходит, потому что ты был в Якутии, если ты не попробовал строганину, но ты вроде как и не был здесь. Совершенно правильно, совершенно правильно. И вот на этапе сбора информации мы сейчас проводим аудит наших точек общепита. И на сегодня, так условно скажем, 500 плюс-минус точек общепита, это со всеми корнерами и так далее, да, и из них 20 в меню национальная кухня. Ну, это о чем-то говорит, да, допустим. А что делает любой турист, когда он приезжает в любое место? Ну, вот мы куда-то приехали в любую страну, мы что делаем? Мы сразу пробуем через рот, да, знакомимся с культурой местной, что они едят, как они едят, из чего это все сделано. А потом уже дальше идем по туристическим маршрутам. Самое первое — встретить гостя, накормить. Правильно. А правильно. потом уже все остальное. Совершенно да. правильно. И, к сожалению, у нас не сильно много мест, куда может сходить турист. Да, когда приезжает в Якутию, в Якутск, нам хотелось бы, чтобы таких мест было больше, чтобы мы сами ходили в такие места, не только туристы. Ну и в последние годы мы знаем, что пару лет как вышел указ, стратегический указ нашего главы, который направлен на развитие туризма. Вот. Поэтому мы очень большое внимание уделяем еще и гастрономическому туризму. Мы считаем, что популяризация нашей кухни, оно еще имеет вот такой побочный, да, как бы гастрономический туризм. Далее, когда у нас появляется спрос на наше местное, традиционное, у нас может вырасти еще и предложение сельхозтоваров, ну вот товаров местных товаропроизводителей, да. Это тоже экономика на местах местная. Далее, сейчас почему я упомянула Министерство образования? У нас было мероприятие, гастрономический обед с участием определенных руководителей и так далее. Мы презентовали нашу кухню, прямо вот с нашей философией и так далее, где в конце мы спросили: коллеги, наверное, мы все согласны, что, что это, если это не наша культура? Да? И
заместитель председателя правительства Сергей Васильевич Местников, об этом тоже выходили материалы. Очень такой хороший, ну, вот такое сказал, наши повара, они должны, наверное, быть мастерами национальной кухни, потому что повар чисто технологически это одно, умеет готовить по всей технологии и так далее, а вложить еще в душу, почему так готовится, к чему это готовится, когда это готовится, это уже немножко нужна культурная вот составляющая образования, да. Поэтому, да, на сегодня мы работаем, чтобы подумать над профессией мастер национальной кухни. На сегодня самый такой вот ресторан, да, остается, потому что во время моей молодости вот Тагын-Дерхан, он и был таким рестораном, куда старались пригласить гостей нашей столицы, да, чтобы они попробовали что-то из национальной кухни. Но и на сегодня такое ощущение, что особо конкуренции-то и нет. Он остается именно таким местом. Кира Сергеевна, как сегодня живет Тагын-Дерхан и насколько ярко он выступил на церемонии Года единства, которая прошла совсем недавно, Года единства народов России в Москве, где присутствовал наш президент Владимир Владимирович Путин. Ну, во-первых, я бы хотела выразить благодарность своему руководству в лице руководителя управделами Ивана Васильевича Лазарева и заместителя руководителя управделами Светланы Николаевны. Благодаря их поддержке и содействию команда республики оказалась на этом масштабном федеральном проекте. В составе проекта «Гастрономическая карта России» наша команда представила наши национальные блюда якутской кухни. 60 поваров из 20 регионов страны показали мастер-классы, 9-часовые мастер-классы на шоу «Учим кулинарный язык России». Как интересно. Да, было очень интересно. В рамках этого мы показали шоу «Сделано холодом» строганина, показали наш кёрчах с голубикой, с брусникой, дегустацию проводили. Также помимо кулинарных мастер-классов был представлен стол-самобранка. Это выставочный стол. Туда поместили около 200 блюд, да, из разных регионов. Стол ломился от яств, и там совершенно не затерялись наши потрясающие блюда национальной якутской кухни. Это хан, харта, якутские лепешки, вафли, жареные караси кобяйские. А первые два блюда вы назвали, это что такое? Хан, харта, кровяная колбаса, да, и субай, и внутренность. Вот. На мастер-классе строганину мы представили как шоу. Строганину мы подавали на искусственном льду, поместили туда еловые ветки, огромное блюдо, деревянное блюдо, и вот на искусственный лед, если наливаешь воду, оно выделяет пар. Было очень красиво, вот пар скатывался. Зрелищно. Да, очень эффектно, очень зрелищно, и запах еще от этих еловых веток. В общем, произвели мы фурор, как минимум. Да, наши мастер-классы были очень популярны, потому что желающих продегустировать строганину якутскую было очень много. Даже не постесняюсь, наверное, сказать, что больше всех других мастер-классов толкучка была возле нашего стола. Надо же, ну это успех. Это успех, да. И когда просят добавочки, вот это вот самый главный для нас комплимент, лучший комплимент. Вот. Ну, вы блеснули, видите, как замечательно, да? Ну, а как еще смотреть, а можно красиво показать, да? Вот это же наверняка были повара и, может быть, те, кто угощали, да, гостей, они были в национальной одежде, да? Это же вот все музыка, наверное, звучала, хамус наш. Обязательно. Критерием участия было то, что каждая народность должна подойти в своих национальных костюмах. Таким образом, наша команда состояла
из 2 шефов ресторана Тыгындархан, это Константина Матананова, Николая Атласова, шеф-повара ресторана «Седьмое небо» Ивана Решетникова. И к нам еще присоединился наш земляк, владелец сети ресторанов «Азбука Севера» Данила Козлов. Вот мы все оделись в национальную одежду коренных жителей нашей республики, в национальную одежду якутскую, эвенкийскую, эвенскую, и Данила был в русской. Да. А вот вы перечислили всех шеф-повар, да, их несколько человек, они все владеют искусством национальной якутской кухни? Конечно. Это же ученики, наши, да, это нашего... ученики Тарбахова. А где, вот я кроме Тарбахова, это сильно, и, Атласов, да, вы сказали? И Константин Матананов — это 2 шефа ресторана Тыгындархан. А больше-то особо-то и негде, получается, что работать у нас в городе. Таких вот национальных блюд больше нигде не подают. Я знаю, что был один ресторан, но мы название не называем, но он закрылся, и, к сожалению, потому что там вот были национальные блюда, а так вот кроме Тыгындархана-то и, в общем-то, и пойти некуда. У нас там рядом соседи есть, и есть у нас на въезде в город, ну вот, как мы сказали, оказалось, что вот 20 точек, где-то кафе, вот несколько ресторанов, буквально на пальцах одной руки можно посчитать. Ну вот, действительно, да. И одно из направлений нашей работы вот как раз-таки популяризация наших вот мастеров национальной кухни. И предоставление им мест, да, где они смогли бы вот так национальный такой колорит поддержать. Да, вообще аутентичное такое национальное, оно всегда котируется, оно всегда пользуется интересом у вообще, так скажем, наверное, условно туристов, допустим, да. Поэтому, кто мы, кого мы из себя представляем, кто мы есть на самом деле и так далее, это все про наши традиции и обычаи. А у нас еще много народностей, не только, да, якуты. Допустим, вот в Тыгындархан мы с прошлого года с осени ввели новое меню, где представлены блюда всех 7 народностей Якутии. Вот, да. То есть до этого лично я, может, где-то была, может, это имею такое упущение этого не знать, но, по-моему, это беспрецедентное такое меню, да, где мы постарались рассказать, что в Якутии 7 народностей коренных, которые... Вот. И, собственно, вот начиная с нашего борща, да? Русская кухня, продолжая вот нашей якутской кухни, там у нас евенские, далканские, якутирские, да? Чтобы у людей было представление. Вот начальное уже знание, что у нас 7 народностей. Потом уже мы начинаем знакомиться с их блюдами. Они и называются, по-моему, на своем языке у нас, да? Немножко адаптировали. Мы на якутский адаптировали, точно на английский мы переводили наше меню. Вот. Но да, мы даже местные жители здесь сами-то наверняка не знаем, да, как это подразделяется. Приглашаем ознакомиться, попробовать. Да. И вообще мы в скором будущем не ставим цели там, так условно скажу, наверное, неправильно выразилась. Мы вообще как все-таки Тыгындархан, он был основан еще и мэтром якутской кухни Иннокентием Иннокентьевичем Тарбаховым. Да, это все ранее перечисленные наши повара, они все ученики Иннокентия Иннокентьевича. И очень большая любовь трепетная, да, к нему, большое уважение. Есть большое желание продолжить его дело, развить его дело. Да, вот, мы очень большое внимание этому уделяем. Поэтому одно из направлений нашей работы вот как раз-таки помочь мастерам нашей национальной кухни получить соответствующее образование, чтобы мы могли это дальше учить детей, прививать, вообще популяризировать эту профессию, потому что это все-таки наша культурная такая идентичность, и в этом нам помогают вот наши шефы. Вот. Иван Решетников, он шеф-повар «Седьмого неба». Это банкетный зал, который тоже был создан вместе с Тыгындархан. Это был один большой комплекс, он на сегодня просто называется отдельно «Седьмое небо». Они все вместе объединились. В самом центре, в самом сердце нашего города, да, и туда, конечно, обычно, да, приглашают, и когда хотят произвести впечатление на гостей. У нас сейчас будет короткие 4 минуты, и потом мы вернемся и продолжим говорить
вкусном, да, о кухне национальной. Я еще планирую спросить ваши любимые пристрастия, предпочтения. Дорогие друзья, оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы сегодня говорим о том, насколько важно знать и сохранять культурное наследие. Частью культурного наследия, конечно же, для любого народа является национальная кухня. Народ Саха не исключение. И сегодня у нас такая вкусная передача, потому что в первом блоке мы называли блюда якутской кухни. И я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии гостят Светлана Александрова, заместитель руководителя управления делами главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия по теме сохранения и развития национальной кухни Якутии. Светлана Николаевна, еще раз вас приветствую. И также в нашей студии сегодня Кира Савина, управляющая рестораном Тыгын-Дырхан и участница церемонии открытия Года Единства народов России, которая прошла совсем недавно в городе Москве. Кира Сергеевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы остановились во втором блоке на том, что, в общем-то, очень было бы хорошо, чтобы больше людей узнали о том, как вкусно кормят в Якутии. А сами вы какие предпочитаете блюда, какие у вас предпочтения, что всегда есть на вашем столе, допустим, в обычные дни или в праздничные? Ну, если про меня говорить, то у нас такие семейные традиции, такие ценности были привиты, в общем, и бабушкой, дедушкой, да, родителями. Мы просто обожаем все свое наше традиционное, национальное. У нас и был скот, и лошади, и коровы, поэтому у нас всегда все было свое родное. Вы, наверное, много чего умеете. Очень много, наверное, умею. Спасибо. И наши харта, хан, я и мои дети, у меня 3 детей, мы все обожаем и кёрчах. Наше любимое мучное блюдо, изделие, это, естественно, наши оладушки. Кёрчух, да? Это такие взбитые сливки. А вот первое, что... Хан харта — это вот кровяная колбаса. Да, кровяная колбаса, супай. Вот я уже запомнила. Да. У меня дети просто уплетают в обе щеки, суп из потрохов. Все по классике жанра. Вот все им дай, наше традиционное, они все уплетут. Мы это любим. Наверное, поэтому я как раз так инициативно и так амбициозно вообще подключилась к этому вопросу, потому что эта любовь к нашим традициям, к нашим обычаям, к нашей национальной кухне, она прямо живет в душе и в сердце. И создали инициативную группу, которая как раз-таки целью своей ставит пропагандировать, да, насколько важно беречь и сохранять рецепты бабушек. Да, совершенно правильно. Я бы хотела, чтобы мы все любили, чтили, уважали нашу традиционную национальную кухню. У Киры Сергеевны, ваша любимая что? Я училась готовить по книгам рецептов Тарбахова. У меня как настольная книга, разные издания его сборников, поэтому мои домашние тоже знают, что такое национальная кухня, тоже любят, обожают. А сама я тоже мне напоминает о детстве, это кёрчах. Кёрчах — это сразу воспоминания о моей малой родине, о моей деревне. У нас тоже был скот. Наша задача в детстве ходить искать нашу корову. Которая на выпасе. На выпасе, да, она на выпасе. Мы, дети, идем искать, и обязательно. Это на малой родине моего отца, это Хангаласский район, село Катылджура, и там растет земляника. И мы ходим, ищем нашу корову, Маис ее звали. И пока ищем, набираем в ладошку земляничку. Находим корову, и в руках с земляничкой приходим домой, зная, что мама уже приготовила кёрчах, и туда мы бросаем сразу свежесобранную землянику. И это как воспоминание, яркая такая вспышка осталась, и как напоминание о детстве, о чем-то теплом, это кёрчах. Такое же полезное, да, еще все. Голубика какая вкусная тоже. Все свежая. Земляника, да. Земляника, голубика. Говорят, стакан земляники якутской — это прям витамины чуть ли не на весь год. Конечно, да, не знаю, насколько это правда. Да, это правда. И тут, да, тогда мы вставим ремарочку. Мы встречались с нашими этнографами, с учеными, с преподавателями якутского техникума сервиса, да, и
Оказывается, очень много работы проводится вообще по изучению, так как скажем, по изучению местного, вот, так скажем, Флоры и фауны нашей да, республики. да, да, о полезности, Мгм. о насыщенности всеми вот нутриентами, минералами и так далее. Очень много работы проводится, поэтому в продолжении вот этого мы на сегодня ставим вопрос о внедрении в дошкольные образовательные учреждения и в школьные образовательные учреждения в меню местного, национального, родного, так скажем, да. Поэтому тоже смотрим в эту сторону. У нас же первые встречи были, как я сказала, и еще и завтра встречаемся с мэрией города, чтобы найти наши точки соприкосновения, в каком направлении можем проекты. Это чтобы дети в детском саду, они пробовали, да, какие-то натуральные продукты или просто как информацию? Чтобы Нет, они... внести том числе, в меню тоже. Да? В том числе образовательный процесс тоже. Мы тоже планируем, спим, видимо, очень хотим интегрироваться в это, чтобы какие-то классные часы, возможно, были, да, открытые уроки, возможно, были, чтобы мы рассказывали о нашем, своем, традиционном, народном и так далее. То есть, когда мы говорим вообще про нашу местную кухню национальную, это не только про способы приготовления, про блюда сами, да, это еще и о местном сырье. Это намного полезнее есть свое здесь родное, когда, допустим, и говядину, и жеребятину, когда они были на выпасе, на лугах наших якутских пили чистейшую, допустим, амгинскую, да, воду из амгинской амги и так далее. Там абсолютно другие показатели на самом деле, чем нежели сырье из других регионов привозных, которые для того, чтобы они приехали сюда, проходили определенную обработку, дорогу претерпевали и так далее, и так далее. Вот. Поэтому с Министерством сельского хозяйства очень продуктивная такая встреча прошла. Мы говорили очень много, очень долго. Так скажем, мы нашли друг друга, да? То есть что? Министерство сельского хозяйства у нас занимается, так скажем, вот сырьем, да? Мясом, дикоросами, все, что растет, мука и так далее. Но конечный продукт этого все равно блюдо. Это еда. То есть вообще спрос на наше сырье местное, оно будет только тогда, когда будет спрос на нашу местную еду. Да, поэтому это немножко шире, чем просто какие-то блюда. Да? Мы говорим про местное, мы очень любим использовать наш слоган «Есть свое, да, родное у своих». Вот так, это немножко и про экономику, и про сельхоз, это про и патриотическая составляющая, чтобы у нас от мала до велика все уважали, любили, интересовались. Я думаю, что сейчас очень популярно покупать местные продукты. Вот киоски, их же много стоят, да, у нас. Очень радостно. Вот даже недалеко здесь в центре города всегда стоит очередь за рыбными, мясными продуктами местными именно. Активно берут и сметану, и сливки, и молоко. И действительно это вкусно, это полезно, и ты видишь, что это другой совсем продукт, нежели привозной. Да. Разница ощущается, конечно же. И наши якутские продукты произвели фурор на церемонии единства народов России, которая прошла в Москве. Мы в первом блоке об этом говорили. Кира Сергеевна, расскажите еще, чтобы все мы, кто там не был, как-то живо представили, насколько это было ярко, интересно, что еще вам запомнилось. Может быть, какие-то запомнились фрагменты из представления кухон другого народа? Сначала расскажу о своих. Да? Самым частым вопросом, который задают люди, которые не знают, что такое строганина, они говорят: ой, это сырая рыба, ну вот не знают, да? И вот тогда мы начинаем объяснять, что это не сырая, она уже обработана холодом. Так сказать, приготовлена холодом, потому что рыба вылавливается условно при минус 50, да, и она шоковую заморозку получает в естественной среде, и поэтому это приравнивается к термической обработке. Если есть паразиты, то они умирают. Условно. Да, поэтому оно не считается сырым продуктом. И кто попробовал, продегустировал, да, в первый раз, они вот, вкусив вкус строганины, просят добавочки еще.
Вот в рамках данной командировки мы еще побывали на протокольном мероприятии глав УПДК «Примит России», да, в рамках гастрономической карты России. Там было протокольное мероприятие «Зимние дипломатические игры». Мы кормили послов. Значит, все были просто в восторге от нашей индигирки, от нашей строганины. Значит, те, кто уже пробовал, сразу увидев нас в наших национальных нарядах, целеустремленно прибегали к нам на нашу стойку и вот просили строганину. А те, кто в первый раз пробуют, девушки, работницы вот посольств, например, вот цитата прямая, да: «Ой, я попробовала индигирку, и теперь больше ничего из представленного не хочу, кроме индигирки». Сытное, потому что очень же это блюдо. Ну и сытное, и необычный вкус. Просто взрыв вкуса во рту у них. И на самом деле это сколько ингредиентов? Сама рыба, соль, перец, лук, масло, все. И буйство вкуса. И буйство вкуса у них возникает. А вот таких тортов не было, которые делают из индигирки, вот прям популярно, когда расхожи были перед Новым годом? Нет, мы на месте строгали. Прямо не из индигирки, да, как из строганины, вот такими просто стружкой рыба на каких-то таких деревянных блюдах. Ну, мы на деревянных блюдах и подавали, но сразу не давали подкопить. Они сразу забирали из-под ножа. Так вот, это же даже самое вкусное, она не успевает растаять. Да, конечно. Самая эта температура. Да. И после дегустации, да, вот на кулинарном шоу «Учим кулинарный язык России» мы спонтанно, на самом деле мы не планировали, но спонтанно вот на месте, увидев такой ажиотаж вокруг нашего мастер-класса, приготовлено холодом, решили поддержать тематику единства народов России и позвали всех на импровизированную сцену закружить в нашем национальном танце «Осохой». Все встали в круг, мы быстро сориентировали, как нужно двигаться, как нужно взяться за руки. И Николай Атласов заблаговременно перевел для удобства на русский язык слова с якутского, плюс еще он импровизировал на месте, рассказывая моменты с данного мероприятия. В общем, это было так динамично. Даже в Якутске так не делают. Да, это было очень эффектно. И как раз единение народов России мы подчеркнули вот этим осохаем. Да. Хоровод дружбы. Хоровод дружбы получился. Поэтому наше выступление, наш блог был особенно фееричным. Ну и в Москве много живет якутян, если там можно было прийти, да? Да, между прочим, еще одно яркое чувство, которое я испытала, это гордость. Потому что это мероприятие посетило много тысяч человек, да, то есть со всей страны были приглашены, организовывала же мероприятие «Общество знания», да. Поэтому были приглашены лучшие студенты со всех вузов и СПО России. И мы там встретили условие же было, каждая нация надевает свой национальный костюм. И мы вот смотрим, видим, ходит в холодая девушка, подходим, спрашиваем, вы знакомимся, а оказывается, что она, допустим, да, девушка представляет какой-то институт из Хабаровского края, например. Из Хабаровска, из Благовещенска парень тоже был. И такая гордость за наших студентов. Именно студенты САХА стали лучшими и попали на это мероприятие вот как представители своего учебного заведения. Вот
было очень... Да, есть чем Приятно. гордиться. Да, приятно было очень. Вы очень много сегодня сказали про вот индигирку, да, из какой рыбы самая вкусная, потому что вы тоже как ученица Иннокентия Тарбахова, раз вы его даже коллекционируете и знаете рецепты. Ну да, если так смотреть, то я, да, ученица, потому что я учусь по его рецептам, да, по его книгам. Мы делаем из чера. Из чукурдахского чера. Это самое вкусное, да? Да, из омуля, из чера мы делаем индигирку, и строганину, да. И еще один такой вопрос был популярный, один из вопросов, где можно купить такую рыбу здесь, в Москве, спрашивали вот гости. Интересовались, да, и мы тогда сразу их направляем в сеть магазинов, рыбных магазинов «Азбука Севера», владелец которого, Данила Козлов, тоже является членом вот этого проекта «Гастрономическая карта России», куда мы тоже входим. Вот ему напрямую тоже поставляют из Чукурдаха, тоже свежайшая рыба. Там цены в Москве тоже такие же высокие, как у нас на рыбу? Выше. Еще выше. Еще выше. Конечно, из-за транспортировки, да, у них там немножко выше. Но это, конечно, минус, что не всем доступно, потому что рыба действительно очень полезная. И тем не менее, вкусная. популярный магазин, тем не менее, покупатели есть. Ценители все равно, несмотря на цену, покупают. Да, на гастрономической карте России Якутия действительно очень ярко выступила. Что-то я так неправильно, по-моему, сказала, кухонь, да, кухонь других народов. Правильно. Да, вы, может быть, какое-то блюдо для себя открыли? Из других регионов. Да. Да, я обожаю бузы. В рамках данной командировки, опять же, у нас не было ни одной свободной минуты, у нас было все расписано. Вот одним из моментов мы сходили в гости к владельцу сети ресторанов бурятской кухни «Орда». Это очень популярный ресторан. Филиал... Сегодня много рекламы, кажется. Нельзя, да? Я прошу прощения. Они в Москве. Да. Они в Москве, здесь нет. Вот. Дамдин Дашиев пригласил нас в свой ресторан, показал, рассказал их становление в Москве, как они развивались. Мы получили много инсайтов, показал экскурсию по своему ресторану, да. Привезли мы много идей. Он опытом своим поделился, как он продвигал свою бурятскую национальную кухню. Кстати, очень похоже, да, кухня бурятская и кухня якутская. Там есть прямо даже как будто и названия одинаковые. Ну, насчет названий, возможно, не буду утверждать. Ну, может быть, название, да, это тоже это я слишком сказала. Но вот похожесть напитков, например, на кумыс там тоже есть, да? Кстати, да. У тюркских вообще в целом чай с молоком. Да, молочная водка, да, называют. Спасибо большое за то, что вы сегодня рассказали, так весело, так интересно и так вкусно о национальной кухне нашего народа Саха, той республики, в которой мы живем. Я благодарю вас и благодарю за организацию программы Диану Сивцеву, вашего пресс-секретаря. Она сегодня тоже в нашей студии и поддерживает вас. Слушателям и зрителям большое спасибо за внимание и покупайте наши местные продукты. Это вкусно.